На База ТВ время новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Правильный учет может в разы повысить показатели ВВП. С 1 января 2025 в Абхазии началась реализация ведомственной целевой программы совершенствования национальных счетов и расчета ВВП. Конституции СССР Абхазии 100 лет. Об историческом документе в интервью Абаза ТВ рассказывает Станислав Лакоба. Шанс на движение. Поможем Дамею Кучуберия вместе. В среду 2 апреля состоится церемония инаугурации избранного президента Абхазии Бадры Гунба. В соответствии с Конституцией и законом о президенте Абхазии при вступлении в должность вновь избранный президент приносит в Народном собрании парламенте республики в присутствии судей Конституционного суда присягу. Согласно программе, официальная церемония вступления в должность президента Республики Абхазия будет проходить в актовом зале Кабинета министров и начнется в 12:00. Торжественная церемония будет транслироваться в прямом эфире Абаза ТВ. Среди гостей, которые приедут на инаугурацию президента Абхазии, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, главы субъектов Российской Федерации, послы Никарагуа и Венесуэлы. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев прибыл в Абхазию для участия в инаугурации Бадры Гунба, которая пройдет в Сухуме в среду 2 апреля, сообщила пресс-секретарь президента Наталья Босикова. Главу государства на абхазо-российской границе встретили первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба, министр юстиции Анри Барцец, посол Южной Осетии в Абхазии Олег Бацеев. Госдума ратифицировала протоколы к российско-абхазскому межправительственному соглашению о режиме торговли товарами, которое расширяет перечень товаров, поставляемых в Абхазию из России без уплаты таможенной пошлины, сообщает РИА Новости. Протокол был подписан в Грозном 16 июля 2024 года. Действующее соглашение предусматривает беспошлинный вывоз из России в Абхазию бензина, дизельного топлива, битума и пропана в пределах согласованных сторонами объемов. При поставках сверх этих объемов применяется ставка вывозной таможенной пошлины, действующая в России. Протокол позволяет аналогичным образом экспортировать в Абхазию и другие товары, среди них, в частности, стройматериалы, товары бытового потребления, продукция химической промышленности, изделия из алюминия и черных металлов, рыба, фрукты, овощи. 1 апреля исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба подписал указ о временных ограничениях в сфере промышленного рыболовства. Согласно указу, приостановлено действие постановления Кабинета министров от 2016 года об утверждении положения о лицензировании промышленной добычи водных биоресурсов в части предоставления лицензии на промышленную добычу водных биоресурсов. Также временно приостановлена выдача нормативной документации на проектируемые и строящиеся предприятия по переработке рыбы. Кабинету министров поручено разработать предложения по эффективному государственному регулированию сохранения водных биоресурсов и устойчивому развитию промышленного рыболовства. Новые меры направлены на сохранение водных биологических ресурсов и их рациональное использование. Уголовную ответственность за незаконные археологические раскопки предложили ввести в Абхазии. Также планируется ужесточить наказание за изъятие археологических артефактов с помощью землеройных машин и специальных приборов, металлоискателей, радаров и других. Соответствующий законопроект, исполняющий обязанности премьер-министра Владимир Делба, направил на рассмотрение президента Бадры Гунба для дальнейшего представления в парламент, сообщили в пресс-службе Кабмина. Деятельность черных копателей приводит к повреждению или уничтожению культурного слоя и утрате объектов историко-культурного наследия, говорится в пояснительной записке. С 1 апреля прекращается срок действия указа исполняющего обязанности президента 21 января 2025 о некоторых мерах по обеспечению энергетической безопасности, в соответствии с которым было приостановлено плановое повышение тарифов на электроэнергию. С 1 апреля также возобновляется действие постановления Кабинета министров Республики от 7 апреля 2022 об утверждении порядка формирования и применения цен, тарифов, правил пользования и нормативов потребления в сфере электроэнергетики, которая предусматривает ежегодное плановое повышение тарифов на электроэнергию, начиная с 2022 года, сообщает Министерство энергетики и транспорта.
День в истории Конституции СССР Абхазии 100 лет. 1 апреля 1925 года на Третьем съезде Советов Абхазии была принята Конституция, в которой впервые в современной истории был обозначен суверенитет Абхазии с осуществлением государственной власти на всей территории самостоятельно и независимо от другой власти. Этот конституционный статус республики сохранился до 1931 года, то есть до включения Абхазии в состав Грузинской ССР на правах автономии. Согласно Конституции 1925 года, Абхазия, объединившись на основе особого союзного договора с Грузией, через нее входила в Закавказскую социалистическую федеративную Советскую Республику и в составе последней в СССР. Это было единственным упоминанием Грузии в тексте документа. Кроме того, в нем было заложено право свободного выхода Абхазии как из ЗСФСР, так и из СССР. В нашем эфире эксклюзивное интервью абхазского историка и государственного деятеля Станислава Лакоба, посвященное столетию Конституции СССР Абхазии. В 1925 году была принята Конституция, как известно, где были прописаны суверенные права абхазского государства. И здесь очень важный момент, который необходимо учитывать, что в 1924 году была принята Конституция СССР, где в нарушение буквально всех договоренностей с Грузией было мелким шрифтом напечатано Аджарская и Абхазская автономные республики. В то время как они так абсолютно не назывались. Назывались СССР, Абхазия, в отличие от Аджарии. Потом до этого были приняты основополагающие законы, кодексы о земле, уголовное право, лесное право и так далее. То, чего не было в автономных республиках. Автономные республики не имели в тот период никаких конституций. И вдруг в 1925 году, не прошел и год после Конституции СССР, когда вдруг принимается такая конституция, в которой сказано только о связях с Закавказской Федерацией и с Советским Союзом. И что Абхазия, СССР и Абхазия имеют право на свободный выход, как из Закавказской Федерации, так и из Советского Союза. При этом государственным языком провозглашался только русский язык. И это был, конечно, очень большой шаг вперед, тем более, что нужно учитывать, что шла внутрипартийная борьба, обострилась между Сталиным и Троцким в этот период. И Троцкий в 1925 году второй раз приехал в Сухум на лечение именно в это время и принимал участие в подготовке этой Конституции, где сказано о суверенитете и обо всем. То есть это вступало в прямое противоречие вообще со многими документами, в том числе и с основополагающим основным законом СССР в тот период, первой Конституции. И это, конечно, сыграло немаловажную роль. И были власти, судя по всему, встревожены очень, потому что где-то в начале марта планировалось проведение Третьего съезда Советов, на котором должна была быть принята эта Конституция. Однако произошло событие, о котором в советское время вообще не упоминали вскользь, в общем-то и не говорили. Из Тифлиса вылетел самолет «Юнкерс», в котором были Мясников, это видный функционер, член Реввоенсовета был СССР, он был секретарем Закрайкома в свое время, Могилевский, председатель ГПУ Закавказья и Грузии в том числе, замом у него был Берия тогда, кстати, и Атарбеков, известный революционер, представитель СССР в Закавказской Федерации. И как только самолет вылетел, он взорвался, они погибли все. Они летели на съезд, и Троцкий открыто об этом говорит в своей речи, потому что 22 марта это произошло, и в тот же день Нестор Лакоба выступил на заседании Совнаркома, в память об этих товарищах, в общем, обо всем этом он сказал, а на следующий день как раз
нынешняя гостиница «Рица». Там с балкона второго этажа при огромном стечении народа с очень яркой речью выступил Троцкий, и посвящено это было именно этому событию. Вот мы опубликовали из газеты «Правда», кстати, за 25-й год его выступление, где он прямо говорит, что они летели на съезд, но не долетели, как он говорит, и в принципе он очень прозрачно намекает, что это была не случайность, что это тройной удар по партии. И он, не дождавшись съезда, вынужден был уехать, Троцкий, потому что были, видимо, соответствующие угрозы и так далее. И он вынужден был уехать, а до этого к нему сюда уже приезжали Христиан Раковский, который выступил в Абхазии, приветствовал молодую Советскую Республику, что мы даем всему миру пример, как нужно решать национальный вопрос и так далее. Приехал министр нарком почты телеграфа, тоже выступал в Абхазии, то есть немало его сторонников. И они летели все, чтобы поддержать эту идею, понимаете, и такое совпадение. В общем, трагический момент. Ну а дальше известно, что дальше произошло, это уже 92-й год, 23 июля, когда Верховный Совет тогда решил перейти к этой конституции после того, как военный совет сначала, а потом Госсовет Грузии обратились к конституции меньшевистской Грузии 1921 года. Она, кстати, всего 4 дня даже не успела, в общем-то, войти в силу, по большому счету. А Конституция 25 года, потом ополчились-то все против Нестора, но дело уже было сделано. И, кстати говоря, съезд не смогли сорвать. Он провел съезд в этих условиях жутких. Когда он остался один, по сути дела, он провел этот съезд. И фактически только через 2 года появилась новая Конституция 27 года. Это обычно как-то не учитывают, не говорят об этом. Что там подлог, по сути дела, Абхазская автономная республика. Не было еще такого аббревиатуры не было. Потому в нарушение всего, даже аббревиатуры, они сначала дали Аджарская автономная республика, Абхазская, хотя, как вы знаете, сначала Абхазская, Абхазская не могли дать, потому что она СССР Абхазия была. Аджарская автономная, потом Абхазская тоже автономная. Но по договоренности между Абхазией и Грузией это были равносубъектные единицы, понимаете? И они на основе особого союзного договора заключили, в общем, соглашение. Это было в 1922 году. Кстати, хочу отметить, что в 1922 году Абхазия собиралась принять Конституцию. И был страшный шум, и сделали все для того, чтобы этого не случилось. Потому что Грузия торопилась принять свою Конституцию. И фактически навязывали им эти соглашения, договоренности. Я как-то в шутку говорил о том, что получилось так, что в результате войны и всего Конституция 25 года, в которой принимал участие и Троцкий, побила Конституцию Жордании 21 года. Понимаете? Так получилось. Но самое главное, почему перешли к 1992 году, потому что говорилось о том, что это суверенное государство. Самый главный вопрос был, причем приняты ведь были еще и флаг, и герб Абхазии в этот день. Я помню, даже как сейчас помню, встречу с Артембе в этот день. Он позвонил мне довольно поздно и сказал, что если сможешь, завтра пораньше подойди. Я пришел пораньше, он отозвал меня и начал говорить об этом, что мы подготовили и будем, в общем, принимать, хотя это было понятно, только неясно было, когда, и случится это или не случится, понимаете? Когда он мне сказал об этом, что я единственная была задача, я сказал, это война. Он говорит, ну что ты, старик? Я говорю, это война. Я очень хорошо помню. Он, конечно, потом начал говорить, да нет, ты знаешь, у меня была встреча там, интересная встреча. И
были уверены в том, что вот как бы у нас с другой стороны как бы и выхода уже не было. Память героя Абхазии Альберта Тополяна увековечит в Сухуми. Решение об установке мемориальной доски на фасаде дома номер 4 на улице Калмыкова накануне приняли депутаты столичного горсобрания. Репортаж Заура Кварчи. Первым вопросом депутаты единогласно поддержали установку мемориальной доски в честь Альберта Тополяна, героя Абхазии, выдающегося государственного и общественного деятеля. С речью перед собранием выступил исполняющий обязанности министра иностранных дел Абхазии Сергей Шамба. Он отметил вклад Альберта Каспаровича в развитие республики и выразил уверенность в том, что его имя должно быть увековечено в городе, где он жил и работал всю свою жизнь. Серьезная борьба, когда принимались символы государства абхазского, конституция новая. И вот в этой активной такой борьбе Альберт Гаспарович был такой ключевой фигурой, который был избран заместителем Владислава Арзенбаха. Во время войны, вы знаете, его усилиями и благодаря его такому энтузиазму армянское население Абхазии, которое стало рядом, и был создан батальон Баграмяна имени Баграмяна. После войны он занимал ряд ключевых должностей. Следующим ключевым вопросом стало внесение поправок в городской бюджет. Как пояснили в администрации, это связано с тем, что законопроект, принятый городским собранием 13 декабря, был утвержден парламентом только 13 марта. В связи с этим в бюджет внесены изменения на 40 миллионов рублей. Основная часть дополнительных средств будет направлена на ремонт городской инфекционной больницы. Бюджет города мы с вами приняли в прошлом году, 30 декабря. Бюджет, государственный бюджет парламент утвердил только 13 марта 2025 года. И законом о республиканском бюджете дотация городу Сухум предусмотрена в размере 50 миллионов рублей. А у нас она была утверждена в размере 10 миллионов рублей. И я говорю, есть бумага 10 миллионов, 40 миллионов, куда пойдет? Они говорят, там есть устные договоренности, депутаты парламента инициативу выразили, чтобы провести ремонт в инфекционной больнице, и там еще парк один на Синопе. Депутаты единогласно поддержали поправки в бюджет столицы. Далее был заслушан отчет о бюджете города за прошедший год. По словам начальника управления финансовой администрации, доходная часть перевыполнена на 7%. В бюджет поступило почти 2 миллиарда рублей. Основные доходы обеспечили налоги на прибыль и имущество. Но город недополучил часть акцизных сборов и субсидий. При плане 1 845 801,8 тысяч рублей выполнение составило 1 979 307,2 тысяч рублей. В процентном соотношении выполнение составило 107,2%. Практически все виды налогов были выполнены. Единственное, выпало налог на акциз. Выполнение по акцизу составило 96,4%. Субсидия, которая была заложена в размере 71 миллиона рублей, мы получили всего лишь 58 миллионов 105,6 тысяч. То есть мы недополучили здесь 13 миллионов рублей. Это, как мы знаем, в конце года были приостановлены платежи с Российской Федерации. Мы своими бюджетными деньгами закрыли все эти долги. Депутаты также рассмотрели и поддержали предложение главы администрации Беслана Эшба о включении в перечень объектов для приватизации нескольких муниципальных помещений. Среди них административное здание на улице Войнахская, 7, офис на Мачаваряне, 5 и нежилое помещение общества охотников и рыболовов на улице Конфедератов, 14. Заур Кварча, Инала Гухава, Абаза ТВ. Люди и даты. 80 лет назад, 1 апреля 1945 года, родился Эдуард Дзеба.
поэт и журналист. Работал в республиканской газете «Советская Абхазия», в русской редакции Абхазского радио, редактором газеты «Адыгья Хасы». Переводил на русский язык произведения абхазских поэтов Константина Герхелия, Рушбея Смыр и других. Внес весомый вклад в развитие абхазо-абазинских творческих взаимосвязей. Свой юбилей 1 апреля отмечает Кама Ласурия, герой Абхазии, кавалер ордена Леона. С первых дней грузино-абхазской войны принимала участие в боевых действиях, возглавляла группу Кама, участвовала в Лабрской и Качарской операциях, в боях за освобождение села Атара и других населенных пунктов. После окончания Отечественной войны народа Абхазии получила юридическое образование в АГУ, работала следователем в МВД, является судьей Галского районного суда. С 1 января 2025 года в Абхазии началась реализация ведомственной целевой программы совершенствования национальных счетов и расчета ВВП. Программа рассчитана на 3 года. На ее реализацию будет выделено 28 миллионов рублей. Ответственность за реализацию возложена на Государственный комитет Абхазии по статистике. О переписи населения, показателях ВВП и теневой экономике рассказала председатель комитета Кама Гогия. Подробнее Надежда Боровикова. Государственный комитет Абхазии по статистике приобрел статус независимого ведомства в 2019 году. До этого комитет был управлением в структуре Министерства экономики. Кама Гогия руководит ведомством с 2016 года и повышение статуса управления поддерживает. Считает, это полностью соответствует его целям и задачам. Конечно, организация, она специфичная, поэтому она должна быть всегда быть отдельно, и она должна быть независима по статусу, и должна иметь более высокий статус, даже больше, чем сегодня она имеет. Потому что сбор информации – это большой инструментарий для руководителей государств. Выполнение плана, решение каких-то проблем и так далее, оно не должно быть ни под каким ведомством. Оно должно быть свободным. Комитет по статистике собирает и анализирует такие важные показатели, как численность и состав населения, занятость в разных отраслях экономики, стоимость товаров и услуг, высчитывает сумму прожиточного минимума или среднемесячной заработной платы. Ведомство представляет отчеты поквартально и один большой годовой отчет. Годовой отчет он представляет и сбор таких важных сводных показателей, как ВВП, еще ведомственная статистика, которая у нас по времени не укладывается ни в месяц, ни в 2 и ни в квартал. Обычно где-то к маю, к июню мы завершаем весь этот процесс. Это уже готовые официальные материалы, которые мы можем уже публиковать о положении, скажем, республики за прошедший год. Это более полная информация, официальная информация. Ну и отчет пересылаем тоже в кабинет министров. Еще один важный показатель, который рассчитывает комитет по статистике, это внутренний валовый продукт, то есть общая рыночная стоимость всех товаров и услуг, произведенных в Абхазии в течение года. Расчет ВВП в Абхазии ведется с 2009 года. Из 3 существующих методов расчета у нас применяют самый эффективный – производственный. Это когда ВВП высчитывается на основании отчетов предприятий с показателями объемов производства, дохода, выручки и многих других. Но когда качество учета невысокое, то и результаты расчетов соответствующие. У нас недобор информации, потому что отчетность слабая, отчетная дисциплина никуда не годится. Но отчитывается перед нами только юридические лица. А то, что касается такой сферы деятельности, как индивидуальное предпринимательство, оно в последнее время очень широкое распространение получило. Они перед органами статистики вообще не отчитываются. Это несмотря на то, что вот в 2019 году мы с таким тяжелым вопросом, мы долго это обсуждали, парламентом был принят о необходимости индивидуальных предпринимателей отчитываться перед органами статистики. Мы разработали такую, знаете, очень компактную форму отчетности по основным показателям, которые нам необходимы для расчета ВВП. Но, несмотря на то, что еще в 2023 году еще и порядок был принят, у нас как-то вот работа с налоговыми органами не пошла в унисон. И я вам, если скажу, только 15 индивидуальных предпринимателей вот в прошлом году сдали отчет, а потом вообще заглохло.
Но никто не сдает. А у нас никаких мер нет принуждения. Для расчета объемов скрытой или теневой экономики, что тоже крайне важный показатель, Госкомитет проводит исследования бюджетов домохозяйств. По этим бюджеткам мы определяем общую сумму доходов и расходов по семьям. Это выборочное обследование, но приблизительно, знаете, так маячок вот бывает, контрольная сумма, приблизительно вот сколько расходов населения и сколько доходов. Сколько доходов, скажем, на одну душу населения и так далее. Исходя из этих показателей производственного метода у нас получается такой резонанс между этими показателями. Это говорит о том, что мы не всю экономику охватываем. В обосновании реализации ведомственной программы совершенствования национальных счетов и расчета ВВП приводятся те же аргументы. При нынешнем положении вещей вне статистического учета остается множество показателей. Правильный учет может в разы повысить показатель ВВП Абхазии. Для этого есть такой метод выборочного обследования теневой неучтенной экономики с учетом вот нашей абхазской специфики. Это тоже входит в программу вот ведомственную совершенствование расчетов системы национальных счетов и ВВП. Чтобы до расчета проводить, нам нужно обследовать. Это один из принятых международными организациями методов. Если официально не получается и не позволяет собрать полный объем цифр, то проводится выборочное обследование. Ну, естественно, там тоже своя методика, объем выборки, количество обследуемых, сфера деятельности и так далее. Это не так легко, но мы должны к этому перейти, если мы хотим знать полноценно, каков у нас внутренний валовый продукт. Благодаря программе совершенствования национальных счетов и расчета ВВП мониторинг цен станет более эффективным, а сбор и анализ бухгалтерской и статистической отчетности окончательно перейдет в электронный формат. Нам еще нужно знать цены. Не те цены, которые мы сегодня, у нас очень ограниченный круг цен, ограниченный круг товаров, номенклатуры товаров, по которым мы определяем ВВП. А есть государства, где и 3, и 4, и 5 тысяч номенклатуры товаров. То есть все пересчитывается из объемов и добавляется во внутреннюю валовую продукцию. Это вторая программа, она как подпрограмма проходит, это мониторинг цен. Мы его проводим очень выборочно и очень маленький круг номенклатуры товаров. Нам надо его тоже расширить. Ну, это еще одна программа. И третья программа, вот, она связана с предыдущей программой по электронной отчетности. Мы его разработали. Она у нас очень вяло внедряется, но мы думаем, первый квартал этого года у нас очень много желающих есть. И до конца года мы должны полностью перейти на электронную отчетность. Благодаря переходу на электронный документооборот и внедрению технологий искусственного интеллекта отраслевые расчеты будут формироваться в автоматическом режиме. Мы ведь еще отраслевые отчеты из данных вот статотчетов составляли, но у нас вручную все составлялось. Теперь, исходя из того, что если это будет единая база данных, ГИРБО мы составляем, то есть все балансы периода, они будут у нас в базе данных. Но оттуда мы должны формировать уже в автоматизированном режиме отраслевые отчеты. То есть тот же отчет по труду, тот же отчет по промышленности, объемы, отчет по строительству. Все это разбрасываться должно, исходя из видов деятельности, который указывает код вида деятельности, который статистики они получают. Это в балансе, вот, в реквизитах, вот, в титульном листе оно отражается. Исходя из этого, программа должна, вот это наша задача, она будет уже автоматизированной в формате составлять отчеты, отраслевые отчеты. Но их у нас не менее 30, чтобы вы знали. Срок реализации целевой ведомственной программы по совершенствованию национальных счетов и расчета ВВП с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года. На реализацию программы предусматривается 28 миллионов рублей из средств республиканского бюджета. Надежда Боровикова, Сосрыкуагуха, Абаза ТВ.
Более 1500 пачек сигарет обнаружены в автомобиле на российско-абхазской границе. Сотрудники таможенного поста «Адлер» совместно с пограничниками в ходе контроля транспортных средств остановили автомобиль Mitsubishi Lancer, прибывший из Абхазии, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления. После демонтажа из мест сокрытия извлечено 1540 пачек сигарет. Они ввозились без обязательной маркировки средствами идентификации российских акцизных марок. Табачные изделия и автомобили, использованные для незаконной перевозки, изъяты. С 1 по 4 апреля в Абхазском государственном университете проходит научно-практическая конференция научного общества студентов, аспирантов и молодых ученых Абхазского госуниверситета. Подведение итогов конференции состоится 8 апреля. Абхазские школьники завершили смену в Артеке. Они приняли участие в красочной церемонии закрытия, которая прошла на Артек-арене, сообщили в Минпросвещения. Хрупкий, как стекло, но с крепким характером. 9-летний Дамей Кучуберия живет с редким генетическим заболеванием, несовершеннолетним остеогенезом. Его кости ломаются даже от неосторожного движения, но он не сдается. Чтобы начать ходить без боли, мальчику нужны дорогостоящие операции. Благотворительный фонд Ашана объявил сбор средств, как помочь Дамею, в репортаже наших корреспондентов. 9-летний Дамей Кучуберия мечтает стать футболистом, но прежде чем выйти на настоящее поле, ему нужно научиться ходить. У мальчика редкое генетическое заболевание – несовершенный остеогенез. Его кости настолько хрупкие, что могут ломаться даже от легкого прикосновения. Сейчас ему срочно нужны 2 операции, которые помогут жить без боли и передвигаться самостоятельно. Я хочу стать футболистом. Это моя заветная мечта. Слежу за командой Майами и за Барселоной. У тебя кроме футбола, может, есть еще какие-то мечты? Кроме футбола, еще, да, ходить хочу. Ходить хочешь? Да. Дамей уже перенес несколько операций. Врачи вставляют в его кости специальные штифты, чтобы они правильно росли и не деформировались. Новая операция назначена на апрель. Ее стоимость более 3 миллионов рублей. Для семьи мальчика эта сумма неподъемна. Уже 9 лет, как мы ездим в Москву на лечение. Первая операция была проведена 23-го года правого бедра, деформация. И сейчас Дамею необходима вторая операция левого бедра, чтобы он мог самостоятельно передвигаться и начал ходить. Для нашей семьи эта сумма неподъемная. И благодаря добрых людей, фонду Ашана, мы надеемся, что все получится. Основной причиной такого заболевания является коллаген. Это белок, который находится в организме любого здорового человека, который способствует тому, что кости, связки, мышцы, они правильно развиваются, они поддерживают мышечный каркас. Что же касается детей с несовершенным остеогенезом, данный коллаген либо вырабатывается неправильно, либо его слишком мало. И поэтому ребенку необходима практически пожизненная помощь, введение таких препаратов, как бисфосфонаты. Ему уже проводилось несколько курсов. И учитывая, что должен расти ребенок и расти должен правильно, вводятся штифты, которые помогают правильному росту. Это дорогостоящее вмешательство, неподъемное для нашей страны, можно сказать. Но мы можем в разы улучшить качество жизни ребенка. Мы можем помочь ему ходить, бегать, даже ездить на велосипеде. Фонд Ашана уже не первый год помогает Дамею. Здесь сопровождают мальчика на протяжении всей его жизни. Сейчас объявлен новый сбор средств на 2 операции. В очередной раз Кучуберия Дамей нуждается в нашей помощи. Ему сейчас необходимо провести реконструктивную операцию. На данном этапе уже в апреле месяце его ждут в клинике в Москве для проведения операции на левое бедро. Спустя 3-4 месяца уже будет проведена операция на ту же ногу, но уже на голень. На сегодняшний день на проведение 2 операций необходимо собрать 3 миллиона 320 тысяч рублей. Обращаюсь ко всем с просьбой помочь в очередной раз поддержать семью Кучуберии и не оставить в беде Дамея.
Помочь можно разными способами. Отправить СМС со словом «Добро» на номер 5050, сделать перевод на карту фонда или пожертвовать деньги в любом банке Абхазии. Все реквизиты указаны на сайте и в социальных сетях фонда Ашана. Давайте вместе подарим Дамею шанс на здоровое будущее. Заур Кварча, Торник Амичба, Абаза ТВ. Первая половина апреля в Абхазии ожидается пасмурной и дождливой. Ночью температура может опускаться до 6 градусов, днем подниматься до 10-12. В горах ожидается мокрый снег, иногда воздух может прогреваться до 21 градуса, но таких дней будет немного, рассказала в интервью радио «Спутник» климатолог Асида Ахсалба. И сейчас о погоде. В Абхазии переменная облачность, по-летнему теплая погода, без осадков, местами возможен туман. Атмосферное давление в норме, ветер слабый и умеренный. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов, температура морской воды 12 градусов, относительная влажность воздуха от 60 до 90%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До новых встреч в эфире.